Отца и едность Духа Святого, нехай будут вами всеми. И с Духом Твоим. Эту святую мшу спrawują za parafią, jeżeli prosisz Bożego błogosławienia, poprawić łaskę, zdrowie duszy i ciała, a tak samo nawiertania, jak mogli skorzystać z tych, kto jeszcze nie skorzystał z sakramentu spowiedzi wielkodnej, a dla wiernych radości życia wiecznego u Władarstwie Niebiesnym. Wiera prosi za się nasze grzechy, jak my mogli z czystym sercem spaść gotują najświętejszą ofiarą. Spowiadajmy Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я веми, думкою, словом, ушибком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалимся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Али Божа, Бога небесный, Божа, Ойча всемогутный, а если не одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wierzysz sobie taki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki wierzysz sobie taki światu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz prawa różańca, zmiłuj się nad nami. Ольги Ты святый, Ольги Ты наш Пан, Ольги Ты найдешевший Иисус Христе, с Духом Святым упали Бога Отца. Аминь. Аминь. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Всемогутный Боже, мы верим, что знатно свету пробывает с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы, и дай, как згодно с Его обетанием, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончения свету, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги для апостолов. В те дни Петр стався розлучним, собрался разных христиан 20 человек и сказал: браты, належит исполниться слово Писания, яке Дух Святый выказал устами Давида про Юду, ставшего проводыром для тых, кто схопил Иисуса. Бо он был заличный до нас и тримал удел в этом служении. А в книзе Писания написал: «Посаду його нам нехай змовить інший». Тому треба пропадінь з тих, хто був з нами весь час і заставався з нами по єдності, починаючи діяльного просто, аж до дня Його вознесения в нас, стал разом з нами свідками Його воскресения. И поставили двоих, Юзефа, его звали Барсавом, образование справедливым, и Матея. И помолившись, сказали: ты, Пане, ведаешь сердцу сил, покажи за этих двух одного, кого ты выбрал, и он занял место на это служение и апостольство, от якого отошел Юда. Пойти своим шляхом и дали колеса, и выпал леса Матея. И он был доложен до 11 апостолов. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Он восстановил трон свой на небесах. Он восстановил трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и все утро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай просим Его добродетельства. Он восстановил трон свой на небесах. Мой як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана для тех, кто Его боится. Як далеко исход от закату, так отдалил от нас юноши праведную. Он восстановил трон свой на небесах. Он восстановил трон свой на небесах, и владарство Его над усим панует. Благословляйте Пана, яковлевые анёлы, могутные силы, яке виконуєте Його слово. Он восстановил трон свой на небесах. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Милование. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бо никто николи не бачил, коли мы любим одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. По тым познаем, что мы живем у им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчим, что Отец послал Сына, паузу света. Хто визнає, що Єсус Син Божий, у тим живе Бог, а Он у Богу. І ми познали і повірили у любов, яку має за нас Бог. Бог есть любов. І хто живе у любові, той живе в Богу, і Бог у ній. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу.
прийду до вас, і узрадується серце ваше. Алілуя, алілуя, алілуя. Pan z wami. І з духом твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Слава тобі, Пане. У той час Єсус узняв очі свої до неба і молився такими словами: «Отче святий, заховай їх у імені Твоїм, якое Ти дав мені, как яны были одно, як і ми. Коли я був з ими, я заховав їх у імені Твоїм, якое Ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з їх не загинув, а про сина погибелі, как збылося Писание. А тепер іду до Тебе і кажу гэта у свете, как яны мели у себе полную мою радость. Я дал им Слово Твое, и свет узненавидел их, бо яны не за свету, як и я не за свету. Не прошу, как Ты узял их за свету, але как заховал их от злого. Яны не за свету, як и я не за свету. Освяти их у правде. Слово Твое – это правда. Як Ты послал меня у свет, так и я послал их у свет. И за их я посвящаю себе, как и они были освященные у правде». Это слово Пана. Слава тобі, Христе. Андерсон. Кто-то из вас байки читал Андерсона? Есть там такая одна байка про собаку. Собака была в лесе и уже сголодалась. В певном моменте почула, что заиграла труба. И она означала, что 10 там у гости Господня распочинается посилок. Обед. Утешилась собака, подумала, побегу я туда, и там что-нибудь мне, напевно, со стола панська господин. Коли бегла, была в половине дороги на гору, где находилась этот дом. Оказалось, что трубка заиграла 10 с другой стороны. Подумала собака, нет, пока сюда прибегу, там же закончить есть. Побегу я там, где только распочинается еда. Отвернулась собака и побегла в другим напрямку. Коли так бегла, трубка заиграла и снова с другой стороны, что еще обед тривая. Подумала, ну нет, там тривая, а там уже закончится, пока добегу. Развернулась с горы и побегла и снова в другим напрямку. Коли бегла, и снова почула трубку, что 10 играет на обед. Подумала, нет, ну пока туда забегу, опять обед закончится. Побегу я в другое место, там, где только распочинается. Наконец, заиграла трубка, что уже закончился обед везде. И собака осталась с ничем. Братья и сестры, того, что я говорю, в сегодняшнем вершем читании мы прочитали, что было на початок 12 апостолов. Один апостол, ведаем, что отвернулся и пошел, продал Пана Иисуса, и этим самым потом себе отобрал житье. Чи то про сповешивание, чи то, як в Святом Писании можно еще вычитать не только про сповешивание, а и так само, глядячи на псалм, один из псальмов, что мог так само купить себе землю за эти гроши, что продал Пана Иисуса, и на этой земле страсть свое житье, 10 упасть в обрух и разбиться. Докладно так з псальму одного виникає. Але это не важно. Треба було, как место не было пустое. На это место треба было выбрать еще одного апостола. И сегодня мы прочитали, в який способ это все отбывалось. Устал Петр и сказал, добро было бы, как апостолом был той, кто от самого хросту Пана Иисуса был с нами. Кто ходил, кто слухал. Как так само добро было бы, как он был еще свидетелем из мертвых повстания Иисуса Христа и умершести Иисуса Христа. И выбрали двоих, какие
прыналежалі да гэтай катэгорыі. І пасля гэтага выбіраюць каго? Не адразу, але Пётр скажа. Такія словы вельмі моцныя. І памаліўся і сказаў. Памаліліся і сказалі: Пане, ты ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостольства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам. І далі лёс, і лёс выпаў на Мацвея, і быў далучаны да 11 апостолаў, чым з'явіўся 12. Гледзячы на Святое Пісанне, чаму 12 апостолаў? Бо 12 піляраў, 12 камней, 12 пакаленняў, якія мы маем, таксама народу выбранага, 12 розных сфер. Браты і сёстры, по 12 гэта таксама лічыцца поўна. Але не самі выбіраюць. Калі мы дакладна будзем чытаць, Пётр і яшчэ забралася там 120 чалавек, а каля 120 чалавек. Навошта, я думаю, 120 чалавек? Ну, каб гэта выпаўнілася права жыдоўскае. Права жыдоўскае гаварыла, што менавіта, каб для поўнага выбару належыць сабраць 120 мужчын. Калі будзе мінімум 120, калі будзе 120 мужчын, то выбар будзе належаць праве. Галасаванне пройдзе няпраўна. Калі будзе менш, тады яно будзе няпраўна. І святы Лука, пішучы дзеянні апостальскія, на гэта звярнуў увагу, каб таксама збылося права предписание, не право, предписание жидовское. Яна, которая народилась на Беларуси, у пэўным веку своего жыцця выехала у Польшу, каб учиться у Люблін, на Куль. Там познаёмілася з маладым юнаком з Польшчы. Там яна залажыла таксама сям'ю. У яе сям'і не заўжды было ўсё вельмі добра, ўсё вельмі проста. Потому что неоднократно яны крутилися, неоднократно яны даже тратили працу абидвоє, але тривали, дякуючи чому? Дякуючи молитві. Бо так само приналежали до одной из суполок катехомональных, належали до так званой, можно сказать, оазы дорослых сем'яў. Дякуючи молитве, перадольвали все розные тяжкости. І в певний момент, приналежачи до гэтай суполки, до іх прийшов запрос, каб хтосьці ад іх, жадае хто-нибудь ад іх поехать куды? На миссию. Светские люди так само выезжают на миссию, вы ведаете, как проповедовать Божие Слово, как обновлять характер парафии и так далее. Запрос пришел с Америки, с одной из парафий, где бискуп под уплывом разных тяжкостей, какие там отбывались, распродав цілую парафію, каб расплатиться з долгами, які там были. Але постановил веру в этой парафии обновлять и постановил прикласться до семьи. Калі, будучи гэтая сям'я, гэтая Яна з сваім мужем, один раз на сустрэчы запытали их, не у них, а в этой суполке, чи хочется ли поехать на миссию. И они устали разом. Николи про это не говорили. Устала Яна и устал муж. Даже между собой на себе даже не глядячи. Под вдохновением Духа Святого постановили, что хочешь выехать. Конечно, одразу не берут таких людей, как выехали. Прошли они на початок неких размовов, прошли квалификации, когда они сказали, что они годные, как они поехали, или выехали сами с тремя детьми в Америку, как там вести миссию. Выехали у парафию, где бискуп им дал только место жилья, забеспечил место жилья. Треба было им найти себе працу, треба було знайти місце, де будуть їхні діти ходити у школу, і треба було вдома укласти в такий спосіб життя, як це життя, в якийсь спосіб функціонувало, і тим самим так само мати час, як проповідувати Божє Слово і своїм прикладом служити тим, що Христос є серед їх. Виїхали вони, ще так само до їх долучилися 3 другі сім'ї, з других кранців сім'ї, з різних кірункаў свету, братці і сестри. Для чого я говорю? Бо це є вибір, для якого ми всі покликані. Кожен з нас покликаний до вибору, як вибрати в своєму житті чи Бога, чи проти, чи справжнє життя, чи несправжнє. Колись
Дети ваши батьки так само стояли перед таким выбором, чи буде добрий на мужа, чи буде добрий на жонку і так далі, і так далі. Коли стояли перед вибором, так само, чи ваш нараджать, чи ваш не нараджать. Так само кожен день чоловік стоїть перед вибором. Коли я стояв перед вибором, чи йти в семінарію, чи не йти в семінарію, чи кар'єру розкручувати світською, чи те, як життя мене примушало, чи може справді пойти кудись, що невідоме. І бачите, сьогодні я тут перед вами стою, я вибрав те, що невідоме, тяжке, але пригожее, що дає шмат радості не тільки мені, але і так само радості Божої тим, хто шукає Пана Бога. Кожен з нас є перед вибором. І ми до цього вибору заохочувані. Сьогодні у Євангелії докладно ми прочитали слови вельми моцні, які ми почули. Єсус узняв свої очі до неба и молился такими словами. Это 17 раздел Евангелия по воде Святого Иоанна говорит о пекной молитве, яку Иисус Христос, яку Иисус Христос прочитал, можно сказать, промолился. Не учил этой молитвы апостолов, а вот эта молитва прозвучала на прошлой вечере. Бо это не молитва, не узор. Узором молитвы была, когда нас учил Иисус Христос, молитва, якою мы все ведаем, молитву панскую, Отче наш. Эта молитва складається з 3 часток. Перша частка дотичиться самого Пана Єсусу. Другая частка дотичиться апостолов, за яких він молиться, як ми сьогодні прочитали, это есть. Другая частка, не за себе я прошу, а за тих, кого ты мне дал и послал мне, как они были во мне, как я в тебе, как мы были все одно. И третья частка этой молитвы звучит про за Христом весь, за всех нас. И она звучит, как мы были все одно, и как мы все имели одну радость, чему Бо костюм повинен нести в одним напрамку. Вот все у нас повинно быть, это як молимся, например, все разом, там, молимся все разом, молится вся супольность. Не только вся молится супольность, там, например, кто сзади может сесть, у нас тут на парапетке есть теперь нема, и она там сзади шепчется своей молитвой. Ну, молитва может и важная, да, а не мало важна. Поэтому говорится, там, где один альбо двоих собрались у имя мое, там есть и я посеред их. Там, где двоих и больше собрались у имя мое, там есть и я посеред них. Иисус Христос говорит, это такая молитва, она мает характер особистый. Чему Яна своим мужем переодолели тяжкости? Была молитва. Чего Иисус Христос учит молиться? Что робить Петр перед выбором Матея? Молится. Костел завжди молится. У вельми важных речах молится. Мы теперь молимся, триваем уновение на Духа Святого. Есть наведено до Божого дитяті перед народженням, есть наведено до Святого Юзефа, есть наведено до Святого Юзефа, есть шмат наведено. В тих супольностях на материи есть такие, что вы не видите, что и коли переживания повести, вспоминкой гости своего, так само есть наведено, якой мы триваем. На что мы триваем новое? Как мы новый способ приготовились, как мы могли принять те ласки, которые Бог нам хочет дать в эту хвилину, даст нам доброчистость. Еще раз припомнить нам, что мы маем Духа Святого. Мы уже его маем. Але при цьому ми хочемо припомнити, що ми з цього духа могли ще зачерпнути, як з нової кровіти свіжої води. Не той води, яка постояла в ведре уже год, але нової води, свіжої води, яку ми могли зачерпнути і справді напитися. Вона дала нам свіжий вамкнення в нашем житті, свіжий намір, як ми могли зміняти своє життя. Затим просимо Ісуса Христа этими словами сьогоднішнього другого читання, коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить один одного. Аминь. Верую в единого Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли. Всякого и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, за Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святлого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате,
был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, святить праворученца, и знов придел к хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekając z posłania Ducha Świętego, wzniesią nasze pokorne prośby do Boga. Молимся за святый костел, как все его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за покликаних до святарства, как ахляра их життя принесла духовную користь всему костелу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за верников, как про свое сумленное житие яны належно виконали свою роль в Божьем плане избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о бедности в наших семьях, как яны были собравленными святками Божьей присутности и любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как мы, поєднані с Христом, мужно виконували задання християнского поклика. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх парафіян, просячи Божого благословення, потрібних ласкав, а для помірних радості життя вічного Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за Діану, яка входила своє 18-й день народження, просячи, щоб в дорослому житті вона не згубила Пана Бога, але завжди імкнулася і познавала правди Боже і ділилася. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы и жадания, и поможи нам приймати Твою допомогу і дякувати за все образ Христа, Пана нашого. Аминь. Номер 254. Молитесь, как мою и вашу я умил Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дарения, мы Тебе приносим, и праду дело Евхаристичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Говору сердце. Узносили до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Он навека и справедлива. Справедливо, и справедливо, скучна и слава верна,
Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. И Он пасля Своего з мертвых повстання открыто з'явився перед усіми Своими учнями. И на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его богоским житті. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хорі аньолов разом з усіми святими співають Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан всемогутний, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный мной, кто приходит у имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, тому u jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros i послал na apostolów Ducha Świętego, przez Chrysta prosimy Ciebie, Wszechmogutny Boże. Oświęci te dary rosою Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте z jego все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich буде prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обращаю всех свою, Пане Иисус, вызнаю Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Wspominający śmierć z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одного. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение, и про всіх, хто в Твоей ласce вышел з этого свету, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел жизни вечную, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным ксензом Брониславом Маркевичем,
и всеми святыми, які с веку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобie Boże Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу сея и вечная. Называемся детьми Божьими, изъявляемся нам полные вдячности, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, яку в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокой в дни наши, да положи нам в милосердности Твоей, как мы были за всеми вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прича Спасителя нашего Иисуса Христа. Твое богатство и милость, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, дарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Рано Божий, яки дареш, грехи світу. Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Ранок Божий, яки дареш, грехи світу. Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Ранок Божий, яки дареш, грехи світу. Даруй нас упокоем, с упокоем нас одари. Пусть Радость Божий, пусть той, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру явную. Пане, я не варты, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Выслухай нас, Боже наш спасся, и протудел в Евхаристию Отцой нашей веру, Тое, что все тело Костела з'єднається в славе с Христом своей головою, яки живе и владарить на веки вечные. Аминь. Объявим. 13 мая в понедельник вспоминай Святейшей Анны Марии с Фатимы. 14 мая во вторник свято святого Матея Апостола. 16 у четверг вспомин святого Андрея Баболи, пресвитера и мученика. 19 мая это наступная неделя, урочистость послания Духа Святого, до якой мы готовимся после кожной мши новенною перед урочистостью спаслания Духа Святого после имшаў вечоровых, а в неделю после имши у 10:30. Так само в наступную неделю, неделя инвестиційная, всі ахвяри предназначені на будову костела, за які щиро дякуємо. У наступную неделю, 19 мая, в нашей каплице отбудется годовина першей Святой Коммунии, а так само это будет злучено с семейным пикником. Мы будем дякувати Пану Богу в этой песне, дякуємо за сонце, за дождь, за прожитый катехатичный год, за все ласки, які ми змогли отримати, а так само отбудется за тем пикник, есть колбаски будем жарить, запрошаем детей, молодь и батьков. Раз увесь месяц май после святых имшаў вечоровых у 19 отправляем на божество Майовая. 1 червня у суботу чакае нас пілігримка у Вроцлав. Ёсць магчымасць ехаць супольна аўтобусам ад нашай парафіі. Калі ласка, захвочваю запісвацца. Кошт подорожу 25 рублёў. Каб мы ўсе разам парафіі паехалі ў Вроцлав, помолилися и вернулись, а это сам наша парафия больше з'єднається. Это з'єднання, про якое Иисус Христос говорит в этой молитве, а не только показывающим своим життем, что кожен повинен бути з'єднаний, так само повинен з'єднатися, як вага найлепей. А те, які у чесному автобусі можуть з'єднатися. Так что, скорее ласка, захочь, только просто записаться, поехать всем разом и с Богом, и весело провести этот час. В субботу еще не ведаю, поскольку выезд будет, покажу наступным разом вам объявлю. А у неделю 26 мая в нашей каплице будет коммуния. Дякую Пану Богу, что будет так шмат детей, аж 23. И вам так само дякую тем, кто зрозумеє и не визнає гріпшу. Бо 23 дитяти, это уже пол каплицы, еще и батьков 46, это уже другая половина каплицы, еще и Хростная, это еще 46, еще и бабули и дедули, это уже треба не будут множить и так далее, это уже 92 человека, ну это шматные, и все разом ложится, уже 300 человек ложится. Так что, гражданские братья, дорогие братья и сестры, заход, только им шоу 12 часов пропустить. А пусть другие, конечно, другие, вот 9, если 10, 30, им 19, а можно провести и быть на улице, так само там колонка новая повисла, моя надеюсь, что лепить чувать. Ну, люди махают, что намного лепее. Ну, постарался, зашел колонку, нашел спонсора, повесил. Сам себе не похвалишь, что никто не нравится. Адорация подъезда триває в святічному сакраменті кожен день. А протягом суботи з 14 до 19 дякую за керування на будову, за супольні індивідуальні молитви, за співі правильні літургічні. Помолимося за тих, хто на цьому святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родів дітей, за братів, страждавців нашої парафії. Помолимося за Віяну, яка святкувала свій 18-й день народження у п'ятницю. За всіх нас, отдаючи кожного особку, опільці Матці Божої Руженцової, Твоєї оборони отдаємося. В наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выполняй нас завсёды. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай.
Ще є номер часописа Ава Марія, про який я вже вспоминав у четверг, але коли хто ще не взяв увагу, то взяти почитати, є так само артикул про одну із наших сім'їв парафіальних, і так само подождинки, коли ласка захочу читати, розвиватися духовно, як все легче і більше познавати Бога, а так само протистояти древним злу, про яке так само сьогодні чуємо у Євангелії. І за вас прошу за дорог їх от зла. От нас так само Бог приводить. Примите Божье благословение, нехай на вас наполнится правдой, радости и спокойствия. Все будет добро, поверьте мне. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокоении Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, силу пекла шатана і інших злих духов, які на звуку душ снують по світі. Станем дружно мы у Бога, заспеваем гучным хором. Станем дружно мы у Бога, заспеваем гучным хором. Ласана, 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 сана, эй. Ласана, 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 сана, эй. Об'єднаєм наше серце, пісням неба не конеться. Об'єднаєм наше серце, пісням неба не конеться. Ласана, 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 сана, ей. Ласана, 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 сана, ей. Тебе вічний добрий Боже, будем славить, как не сможем. Тебе вечный добрый Боже, будем славить, как не сможем. Ласана, 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 сана, эй. Ласана, 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 сана, эй. Нехай буде похвален Святейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.